Глава Коми принял командующего Северо-Западным округом Росгвардии в своей резиденции. Генерал-полковник отметил, реформа войск продолжается, в регионе создано управление, расширяется его структура, и силовики надеются на поддержку руководства региона в решении многих вопросов. У нас очень важный здесь элемент – это практически на всю страну действующий учебный центр инженерно-саперных подразделений. Сейчас мы там занимаются всей страны уже инженерно-технические группы ОМОНов, а так мы в целом практически по 12 специальностям готовят с большой эффективностью, он всегда отличался хорошим результатом. Контакт у нас налажен. Каждую неделю мы с вами обсуждаем текущие вопросы оперативного характера, хозяйственные темы, которые возникают и так далее. Поэтому все, что касается деятельности службы, здесь на месте для нас все понятно. Активность, она абсолютно, как вы правильно заметили, четко поставлена выполнение задач. Вот люди отличные, вот, мы с ними периодически встречаемся. Ну и, конечно, то, что раньше выполнялось с точки зрения еще в свое время управления внутренних войск, конечно, хотелось бы продолжить, потому что есть планы задачи расширения, обеспечения соответствующего кадрового состава, комфортным жильем, условия для осуществления служебной деятельности. Сергей Захаркин побывал в расположениях подразделений Росгвардии в Воркуте и Сыктывкаре. Сама федеральная структура достаточно молодая. 5 апреля отметила свой первый день рождения. В рамках реформы силовое ведомство было создано на базе внутренних войск, в которые вошли специальные отряды быстрого реагирования, отряды мобильные и особого назначения, подразделения лицензионной разрешительной работы и вневедомственной охраны. Они раньше были в составе МВД. Сейчас Росгвардия в стадии становления. До января нового года на службу переведут сотрудников ОМОНа из СОБРа. Кстати, о работе северных подразделений генерал-полковник Росгвардии особого мнения, о чем он подчеркнул в эксклюзивном интервью нашему каналу. Я достаточно много служил во всех регионах, у меня в том числе в 4 регионах я был начальником штаба еще округа внутренних войск. И вот именно Республики Коми у меня сложилось впечатление, как о тех сотрудниках, военнослужащих, которые отсюда выходят выполнять задачи, как люди высокопорядочные. Вот это высокий уровень моральной подготовленности и высокие моральные приоритеты – это то, что определяет коллективы здесь, правоохранительных структур, которые существуют. И вот сейчас по объективным показателям результативность, я считаю, она определяется именно тем стремлением каждого коллектива добиться высоких показателей своих результатов. Это отличие именно Республики Коми и тех подразделений, которые здесь дислоцируются. Поэтому всем спасибо за эту работу. На территории единственного регионального телевизионного канала командующий Росгвардии на Северо-Западе провел круглый стол с руководителями ведущих средств массовой информации в Коми. Генерал поблагодарил их за информационное содействие и отметил значение, которое приобретают сегодня СМИ для жителей и особенно молодежи. Поэтому грамотное и позитивное информирование о деятельности Росгвардии – одна из самых серьезных задач. У нас хорошие, очень теплые контакты, и встреча была продуктивные с обоих сторон, мы услышали. И, наверное, идет поиск новых форм, методов. Это совместная работа, которая проводиться должна. Главное – информироваться население о той работе, которую осуществляют подразделения, о тех госуслуг, которые оказывают, ну и, соответственно, о тех событиях, о тех отличиях наших сотрудников и военнослужащих при выполнении задач. Командующий Северо-Западного округа Росгвардии пообщался и с учеником 5 класса 12-й школы Сыктывкара. Илья Полин победил во всероссийском творческом конкурсе «Моя Росгвардия». Педагог Наталья Болотова рассказала, ее подопечный часто участвует в конкурсах рисунков и поделок. Мальчик тянется к творчеству и науке, мечтает стать подводным биологом. Идеи для сюжета вместе черпали из всемирной паутины, а вот девиз «Нет задач невыполнимых» подобрал уже Илья. Илья сам придумал девиз. А почему такой девиз? Как он это подбирал? Как? Не знаю, я так бегал, разные девизы подбирал, да. Но мне этот больше понравился. Про Росгвардию, да? Угу. А вот здесь впервые вот так вот увидел Росгвардию, ребят, которые задачи выполняют. Да, впервые. Впервые на охраняемом объекте нахожусь. Молодец. Командующий вручил Илье Полину диплом за первое место в конкурсе детских рисунков и памятные подарки. Через несколько дней у мальчика день рождения. А его рисунок и девиз теперь будут на обозрение в каждом подразделении службы, активно использоваться на сайте
и войдут в буклет «Росгвардия глазами детей». Константин Куратов, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.